islamdag.ru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. Уважаемые братья и сестры, сегодня хочется затронуть тему, с которой мы сталкиваемся каждый день и неоднократно. Это тема то, что мы употребляем, то, что мы едим из дозволенного или же из недозволенного. Эту тему очень хорошо раскрывает имам Газали, рахимахуллаху та'аля, в своей книге «Минхаджуль Абидин» и приводит, остерегает читателей этой книги, что для нас, в чем есть для нас благо. Если мы будем употреблять, например, запретное, чего нам нужно остерегаться, какой от этого есть вред, и если мы будем употреблять дозволенное тоже, но будем излишествовать в этом, и от этого тоже какой есть вред, он в этой книге раскрывает, и начиная он говорит, что человеку необходимо беречь свой желудок, беречь свой живот от того, чтобы туда попадало запретное. И это, говорит, орган, который наисамый трудный для того, чтобы его беречь. То есть беречь от того, чтобы туда попало запретное, беречь от того, чтобы туда попало сомнительное, и беречь от того, чтобы оно не переполнялось тоже дозволенным тоже. Вот этот момент на три части разделил имам Газали. То, что касаемо живота, желудка. Во-первых, это запретное, во-вторых, это сомнительное, шубха, и в-третьих, это дозволенное, но излишествование в дозволенном. И он говорит, что это желудок для нас является самым трудным для того, чтобы его исправить. Самое большее, от которого идет человеку вред, самое большее, от которого на человека есть воздействие тоже, то есть от того, что он употребляет. И поэтому он говорит, что кто хочет усердствовать, кто хочет встать на путь служения Всевышнему Аллаху, на путь поклонения, то пускай, говорит, он сохранит себя от запретного, харама, и от шубха, от сомнительного. И пускай сохранит себя тоже от дозволенного, но излишествования в этом дозволенном тоже. И это тем людям он советует, кто хочет стать на путь таата, на путь служения Аллаху. То есть, если эти вещи не соблюдать, он дальше это все будет приводить у человека, делать ибадат, делать поклонение Всевышнему Аллаху будет очень тяжело и невозможно даже будет. И теперь в первую очередь он раскрывает тему запретного, харама. Фаамаль хараму ва шубха, то есть запретное и сомнительное тоже, чтобы мы от него остерегались. Почему он говорит, из-за чего нужно нам остерегаться? Человеку, который хочет стать на путь служения Всевышнему Аллаху, на путь поклонения Всевышнему Аллаху, он должен исследовать, говорит, эти вещи. Почему ему нужно остерегаться от запретного? Почему нужно ему остерегаться от сомнительного тоже? Он должен исследовать, говорит, эти вещи. Почему это так? И он говорит, что для этого имам Газали приводит, что из-за трех вещей, в первую очередь, человеку нужно, нам рассказывая уже, нам облегчая эту тему, он говорит, из-за трех вещей человеку надо остерегаться от запретного и сомнительного тоже. И первый он приводит, что, говорит, первое, от запретного нужно остерегаться, от харама и сомнительного. Почему? Остерегаясь от огня ада. Почему? Потому что Всевышний Аллах в Коране аяте приводит, и он приводит аят тоже. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. Иннал лазина якулуна амвалал ятама зульман, иннама якулуна фи бутунихим нара. Смысл этого аята: поистине те люди, которые едят имущество сирот, то есть то, что им запретно, они свои животы наполняют огнем ада и войдут потом в этот огонь ада тоже. То есть Всевышний Аллах приводит здесь пример имущества сирот, а на самом деле все, что касаемо запретного. Почему имущество сирот? Потому что его запрещено употреблять другим людям, кроме этих сирот. И таким же образом все, что запретно для нас, она приведет к этой же беде. То есть беде, что живот может наполниться огнем ада. Вот первая причина, говорит имам Газали, приводит этот аят и говорит, что остеречься от огня ада. Это первая причина, из-за которого нужно нам остерегаться от запретного, от харама.
Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, тоже насчет этого говорит: «Куллю лахмин набата мин сухтин фаннару аулябихи». Каждое мясо, которое взросло, значит, от запретного, от харама, оно достойно, говорит, огня ада. То есть то, что мы, когда харам употребляем, харамное, запретное или же сомнительное, то это первое, что может случиться с этим человеком. То есть огонь ада. Всевышний Аллах в Коране нас предостерегает, посланник Аллаха, саллаллаху, тоже это подтверждает в своем хадисе тоже. И имам Газали дает определение, приводит слова ученых, что такое запретное, харам, и что такое шубха. Запретное, он говорит, это то, что человек 100% знает, что это недозволенная вещь. 100% без никаких сомнений знает, что это харамная вещь. То есть это, например, заработанное там, на процентах. Например, присвоил чье-то имущество, украл, например. Там, взял взятку у человека, который ты должен был человек сделать без этой взятки. Там, ну, много вот просто чужое имущество, присвоение чужого имущества. Ты 100% зная его, употребляешь. Таким людям надо остерегаться того, чтобы оказаться за это наказание от Всевышнего Аллаха. И сюда же входит шубха тоже, сомнительное. А что такое сомнительное? Ему определение дает имам Газали, тоже приводя слова ученых, что ты 100% не знаешь, что это, например, запретное. Ты 100% не знаешь, что это чужое имущество, что это там сворованное или еще что-нибудь. Но у тебя больше уверенности тоже нет, что это и не так тоже. Вот такое тоже лучше оставлять бывает. Вот элементарно, например, человек, сейчас у нас в магазинах продают колбасу, например, да, и халал даже не написано там, допустим. И как можно его купить? У меня, например, и у многих тоже сомнения есть. Это дозволено. В его составе содержится, например, свинина или нет. Если там нет никакого там подтверждения, что это халал, тоже, конечно же, больше склоняемся к тому, что там есть свинина. И что мы делаем? Это сомнительное, оставляем его, не употребляем его тоже. Вот так вот остерегаться сомнительного тоже. А если 100% знаем, там бывает написано, например, содержание, да, этой еды, этой колбасы или там мяса, там свинина содержится. Вот этого, это 100%, да, якином ты знаешь, что там запретное. От этого нужно остерегаться, беречься. Первая причина, как имам Газали приводит аят Корана, остерегаться наказания от Аллаха, и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, тоже обещает, что рассказывает о том, что кто употребляет харамное, то его мясо более достойно, чтобы его коснулось огня ада. Это первая причина. Вторая причина, чтобы мы остерегались от этого харама и сомнительного. Анна акиля аль-харами ва шубхати матрудун ва ла юваффаку лиль-ибадати. Вторая, говорит, причина, чтобы этого остерегались, потому что человек, употребляющий запретное, харамное и сомнительное тоже вместе с тем, он отвергнут от, говорит, того, чтобы ему была помощь, содействие, поклонение Всевышнему Аллаху. То есть ему это будет очень тяжело делать. И почему, говорит, он как бы отвергнут от того, чтобы стать перед Всевышним Аллахом, поклоняясь ему? Для поклонения Аллаху подходит, соответствует поклонению Аллаха, это только чистое, говорит, чистое, очищенное. И пример приводит имам Газали, разве, говорит, человек, который, находясь в джунубе, да, состояние осквернения, когда он должен искупаться, он же не может даже войти в мечеть, не разрешено. Да? В Коране Всевышний Аллах запрещает человеку, находящемуся в таком положении, когда ему нужно искупаться, войти в мечеть. Да, ну, причины всем эти известны, какие бывают для этого. Да? Он же греховно ничего не совершил, но ему нужно искупаться. Вот за то, что он не искупавшись, Аллах запретил ему войти в мечеть. Точно так же человек, который не имеет омовения не имеет, запретил Всевышний Аллах трогать Коран. Вот. Находиться без омовения, это же не грешно, это дозволенная вещь, но без омовения, без чистоты трогать Коран запрещает Всевышний Аллах. В Коране аятам тоже. Вот. И поэтому, говорит, как же, говорит имам Газали, рахимахуллах, факайфа, говорит, биман ва мунгамасун фи казиль харами, говорит, ва наджасати. И как же, говорит, человек, который просто переполнен, говорит, харамом, грязным вот этого наджасом, скверным вот этого запретного,
Как же он, говорит, может предстать перед Всевышним и поклоняться ему? Люди, которые хотят, например, ночью вставать, хотят там много поклонений делать, но не получается. Какое-то вот состояние тела, организма даже не дает. Почему не дает? Потому что оно заполнено запретным. Хочешь, чтобы тебе помощь от Всевышнего была? Хочешь перед Всевышним стать поклонение Аллаха? Убери от себя запретное, убери от себя сомнительное. Вот тогда, говорит, будет и помощь тоже от Всевышнего Аллаха для того, чтобы встать на это поклонение тоже. Калля фаля якуну залика абадан. Даже имам Газали, рахимахуллах, категоричной форме говорит, человек, который вот полный, значит, вот этими скверной запретного, он этого никогда не будет, говорит, что он сможет перед Всевышним Аллахом стать и поклоняться ему. Вот. И приводит такое интересное высказывание Яхья ибн Муаза ар-Рази, рахимахуллаху та'аля, где он говорит: «Аттаату махзунатун фи хазаиниллахи, ва мифтахуха ад-дуа, ва аснануху аль-халалу». Она находится в хранилищах Аллаха, говорит. И ключи к этому хранилищу — это, говорит, дуа. А зубцы от этого ключа — это, говорит, дозволенное. И он говорит, если, говорит, этого ключа не будет зубцов, да, любой замок, мы знаем, даже уже разные зубцы, когда бывают, мы не можем открывать. Вот. И если этого ключа не будет, этих зубцов, как же он откроет эту комнату, это хранилище, как он откроет? Он даже не может приблизиться в эту комнату, говорит, не говоря уже к этому служению Аллаха. Поэтому зубцы от этой комнаты, где находится путь к поклонению Всевышнему Аллаху, это и есть дозволенное, употреблять дозволенное, остерегаться от харама. То есть смысл этого в чем? В том, что человек, употребляющий запретное, он не сможет выстаивать ночью, он не сможет там поклоняться Аллаху, как бы он этого не хотел даже. Но для этого что ему нужно сделать? Это нужно очиститься от этого, оставить это запретное, покаяться и употреблять только дозволенное, и только тогда надеяться на помощь Аллаха тому, чтобы он мог поклоняться. То есть не только нам быстро фарз совершил, а и пост держать в жаркие дни, и часа 2 ночи, 3 часа ночи встать спокойно, без никакого труда, не заставляя себя читать Коран и так далее. Вот. Наслаждаться вот этим ибадатом, вот этого наслаждения ибадатом эти люди, говорят, употребляющие харамное, запретное, не имеют. Это была вторая причина. То есть первая причина, вспомним, наказание от Аллаха за употребление харамного. Вторая причина — это то, что у него не будет помощи, содействия тому, чтобы он поклонялся Аллаху. И третья причина он приводит: «Анна акил аль-харами ва шубхати махрумун мин фи'лил хайри». То, что, говорит, человек употребляешь харамное, запретное и сомнительное тоже, он, говорит, лишен от того, чтобы он совершал благое. Даже если, говорит, он где-то совпадет то, что он хорошие деяния тоже делает, если даже так и будет. Это, говорит, даже хорошее его деяние, которое он совершит, она, говорит, отвергнута и не принимает Всевышний Аллах. То есть о чем речь идет? Человек, какая-то работа есть, он стабильно живет только на том, что он харамом зарабатывает. И он это все понимает, и вот он знает. И продолжает то же самое делать. Но хорошие деяния тоже делает. Но поэтому, говорит, вот как пример привел, да, имам Газали, что даже человек, не имеющий омовения, никак не может дотронуться до Корана. Как, говорит, может человек, который употребляет харамное, стать перед Аллахом и поклоняться ему? Разве Аллах от него примет, говорит? Поэтому, говорит, его деяния тоже Аллах не принимает. Человек, конечно, если тауба сделает, бросит это, исправит свой удел, который он зарабатывает, сделать его из дозволенного направления, тогда, конечно же, Аллах и примет тоже. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, приводит хадис имам Газали: «Кам мин каамин лайса лаху мин киямихи илля сахр, ва кам мин саимин лайса лаху мин сиямихи илля аль-джу'у ва зама». Сколько, говорят, людей, которые выстаивают ночи поклонения Аллаху, а ему от этого, кроме нету бессонницы, ничего нет. И сколько, говорят, которые люди держат пост, и ему от поста нету ничего, кроме голода и жажды тоже. Поэтому почему? Потому что человек, употребляя харамное, Аллах отвергает это, говорит. Для того, чтобы Аллах принимал, надо очистить нашу еду, очистить то, что мы принимаем вовнутрь. И вообще еще дополнительная причина к тому, чтобы нам надо стараться употреблять только дозволено, остерегаться от запретного, это то, что Всевышний Аллах и дуа тоже не принимает, наши мольбы не принимает. Вот Саад ибн Аби Вакас, ради Аллаху анху, это
один из сподвижников, которому при жизни был обещан рай, он попросил посланника Аллаха, саллаллаху алейхи, «Я Расулаллах, уду Аллаха ан ядж'альни мустаджаба да'вати». О посланник Аллаха, просит он его, сделай мне дуа, чтобы я стал из тех дуа, мольба, которую принимает Всевышний Аллах. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, ответил ему: «Я Сааду, атиб мат'амака такун мустаджаба да'вати». О Саад, говорит, ты улучши, очисти свою еду, то, что употребляешь, то есть сделай свою еду из дозволенного, говорит, и ты станешь, говорит, из тех, у кого Аллах принимает дуа, принимает мольбу. То есть, употребляя запретное, зная, что это запретное, мы все равно ставим перед Всевышним Аллахом, совершаем намаз и просим его в чем-то. В то же самое время, зная, что Аллах не принимает, что нам выход какой остается? Нам остается выход оставить это запретное, оставить эти недозволенные, для того, чтобы мы же когда просим, мы просим за себя, мы просим за своих детей, своих близких, родных. Получается, мы лишаем себя, лишаем своих близких, своих родных, то, что просим, потому что мы знаем, что оно не принимается. Вот. И далее пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Валлази нафсу Мухаммадин биядихи, иннал абда ла якзифу лукматал харами фи джавфифи, ма ютакаббалу минху амалун арбаина явман». Клянусь, говорит, тем, кому принадлежит моя душа, то есть посланник Аллаха, когда клятву делает, он, значит, говорит важная вещь. Клянусь тем, кому принадлежит моя душа, то есть клянется Всевышним Аллахом. Когда, говорит, раб Аллаха бросает свою внутренность запретное, употребляет харамное, запретное, Аллах Та'ала говорит, не принимает от него деяния, хорошие деяния 40 дней. Вот. И точно так же, как в предыдущем хадисе, говорит, огонь ада более достоин такого, говорит, мяса, которое выросло на запретном тоже. 3 вещи привел имам Газали, связанные с запретным, харамом и шубха, сомнительным тоже. То есть первое — это наказание от Аллаха. Второе — то, что Всевышний Аллах ему не оказывает тауфика, не дает ему тауфик о том, что он совершал поклонение ему. И третье, Аллах Та'ала его хорошие деяния не принимает тоже. Далее имам Газали теперь приводит, хочет повернуть разговор о дозволенном. Дозволенное, вот зарабатывается дозволенное, я зарабатываю, нет, ничего там нету у меня, сомнительного нету, харамного нету, все чистое у меня, заработок у меня дозволенный, там, еда моя дозволенная, халяльная, но, он говорит, излишествуй употребление этой еды. И тут имам Газали, рахимахуллах, приводит 10 бед, 10 таких несчастий есть человеку, который излишествует употребление этой еды тоже, дозволенной еды. Ну, с точки зрения, скажем, современной медицины, да, любой знает, да, вот, сколько людей хотят похудеть, сколько бед, сколько трудностей человек испытывает, сколько болезней, у него куча болезней, бывает человек, который там, излишний вес имеет из-за того, что он много ест и так далее. И медицина подтверждает, да, что, вот, например, тот же самый там, употребление, чрезмерное употребление еды, чрезмерное употребление там, сладкого и так далее, там, сахар поднимается, диабет у людей бывает. Сколько этих есть, имам Газали, рахимахуллаху та'ала, в те времена он исследовал, говорит, 10 причин, я вам приведу, из-за чего не следует излишествовать, то есть переедать тоже. И первое, он анна фи касратил акли касватал кальби ва зихаба нурихи. Первая причина, говорит, в том, что когда человек много ест, сердце черствеет. Приводится, говорит, от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, где он сказал: «Ла тумитул кулуба би касрати та'ам ва шараб, фа иннал кальба ямуту каззар'i иза касра алейхи лма». Очень, знаете, вот такое высказывание ясно дает понять то, что хочет сказать имам Газали. В этом хадисе говорится: вы не убивайте, не умерщвляйте ваши сердца чрезмерствованием в еде, то есть много кушая и много употребляя жидкое тоже. Поистине, говорит, сердце умирает, говорит, умирает от этой чрезмерной еды, каззар, как, например, какой-нибудь посев. Умирает, если мы туда наливаем много воды. Вот у нас посажена там пшеница или еще что-нибудь. Да, там вода нужна, конечно же, мы знаем, поливаем, да.
Но мы переусердствовали, много полива сделали. Сегодня полив сделали, еще завтра полив, и послезавтра полив сделали. Тогда что получается? Тогда этот урожай гибнет. Вот точно так же, говорят, когда переедание бывает у человека тоже, у него сердце погибает. Вот что хочет сказать первое, что приводит имам Газали, как бы его свое исследование в этом направлении. Второе исследование, которое он провел, наблюдение, имеется в виду, опять же, здесь сейчас речь идет о дозволенном, не о запретном, как в начале было, и не сомнительном тоже, о дозволенном. Вторая причина, из-за которой не следует излишествовать употребление пищи, имам Газали говорит, что когда человек наедается, переедается, у него в органах как бы появляется такая активность. Активность к чему, говорит? Его глаза уже начинают желать смотреть на то, что недозволено. Его руки могут потянуться, говорят, к запретному. Его уши хотят прислушиваться тоже к запретному. Его язык разговаривает о том, что его не касается. Его органы как бы вот хотят следовать за страстями. Ноги хотят идти, куда не следует идти. То есть начинает человек как бы углубляться в то, что его не касается в вещах. Это тоже следствие чрезмерной еды, то есть дозволенной еды. Вот даже дозволенная еда, когда чрезмерствуем, такие последствия тоже бывают. А человек, когда бывает голодным, голодным мы не говорим, что там вообще да, вот без еды, имеется в виду умеренно покушавшим, у этого человека бывает и активность, и даже шустрость во всех делах тоже. Это даже каждый человек, наверное, знает. И в общем, говорит имам Газали, рахимахуллах та'аля, что анна аф'аля раджули ва аквалаху аля хасаби таамихи ва шарабихи, что деяние человека соответственно тому, что он ест и пьет. То есть ин дахаля аль-хараму хараджа харам. Если у него войдет запретное, харамное, и от него тоже выйдет, говорит, харамное, запретное. Ва ин дахаля аль-фудул, а если войдет у него тоже излишнее, то есть уже дозволенное, да, но излишнее. Харадж аль-фудул, и из него тоже будет выходить излишнее, то есть излишество. Как он сказал, да, глаза смотрят туда, куда не нужно, уши хотят слушать то, чего не хотят, что не должны слушать. Каанна таама базрун ахфар. Как будто, говорит, эта еда, это, говорит, семена этих деяний. То есть, какое семя ты посеял, такой результат выходит. Если ты запретное семя закинул в свою внутренность, запретное от тебя тоже исходит. То есть, влияние еды, оно вот таково. Третья причина, то есть, третья беда, скажем, от излишества употребления дозволенной еды, анна фи касатил акли киллат аль-фахми валь ильми. Человек, когда, говорит, чрезмерствует употребление еды, у него, говорит, уменьшается, говорит, фахму, понимание, и уменьшается у него, говорит, знание тоже. А если, говорит, файнал битната тазхабул фитаната, вот это вот заполнение желудка, она убирает, говорит, вот сообразительность, остроумность тоже. То есть, опять же, это тоже, кто, наверное, учится, знает, хотел только книгу почитать, что-то сделать, живот набил, покушал что-то, и уже у тебя желание ушло на это. Или же начал читать, и сразу же глаза закрылись. И здесь он тоже на эту же тему приводит слова имама Дарани, рахимахуллах, где он говорит: «Иза арадта хаджатан мин хаваджи дунья вал ахира, фаля та'куль хатта тaqдиха, фа иннал акла югайиру ал-акла». Очень такие мудрые слова. Когда ты, говорит, желаешь исполнить какую-нибудь твою нужду, говорит, мирскую или же ахиратскую, то есть мирскую какие-то твои дела есть, или же ахиратские какие-то поклонения Всевышнему Аллаху хотел сделать, ты, говорит, до этого не ешь, не употребляй еду, говорит. Если ты, говорит, поешь, употребишь какую-нибудь еду, твой, говорит, изменится, говорит, твое желание, изменится твой разум, говорит, в другую сторону. Но это тоже, наверное, каждый знает, да, вот плана много было, хотел утром пробежку сделать или еще что-то сделать, покушал плотно и сел на диван, и все планы поменялись, и желание тоже другое стало. Поэтому человеку, который хочет что-то сделать, ему нужно, конечно же, хочет сделать из мирского или ахиратского, то есть служение Аллаху, пусть перед этим лучше не ест. Или если есть, даже пусть не переедает. Четвертое, говорит, беда от переедания, это человеку становится тяжело, то есть тяжесть в теле. Лень появляется, глаза у него
утягощаются, да, веки тяжелые становятся, глаза начинают закрываться. Это причина тому, что человек хотел что-то сделать, опять же, из-за лени, из-за переедания не смог сделать. Рассказывают, что Яхья, алейхиссалам, увидел Иблиса с такими крючками. И он спрашивает, что за крючки у тебя? Иблис отвечает, это крючки, говорит, которыми я детей Адама, говорит, цепляю и вожу ими как хочу, да, вот, то есть страсти людей, и за страстями, куда хочу, так и заблуждаю, говорит. Яхья, алейхиссалам, спрашивает, а ты смог, говорит, ты мне что-то сделать против меня когда-нибудь? Он говорит, да, говорит, один раз ты, говорит, наелся, говорит, ночью и не смог ночью встать, совершить поклонение Всевышнему Аллаху. И потом Яхья говорит, я, говорит, больше никогда не буду, говорит, наедаться, переедаться. То есть он понял, что причина того, что он не смог встать, это было его у него это переедание не было, просто наелся. И Иблис говорит, я тоже, говорит, никому больше, говорит, совет не дам, говорит. То есть тот совет, который дал Яхья, алейхиссалам, против него же вышел. Поэтому переедание тоже, опять же, беда того, что человек трудно становится, лень становится поклонение делать Всевышнему Аллаху. Пятая причина, беда от переедания, это, говорит, сладость поклонения человек не имеет. Сладость поклонения теряет. Он через силу делает. Ему сладость, когда же намаз закончится, вот это сладость теряет. Это как бывает, вот обычно, да, месяц Рамазан, уразу отпустили, покушали, на таравих встать, только стал человек, начались таравих намазы, он думает, когда же они закончатся. Почему? Потому что полный живот, сладости нет у него. Вот. Шестое, это у нас аннафихи хатару вукуи фи шубхати валь харами. Человека есть, когда переедает, есть опасность того, что он через это переедание может попасть потом сомнительное тоже и запретное тоже. Вот. Поэтому, что последствия запретного и сомнительного мы уже говорили вначале. Седьмое, говорит, это то, что человек занимает свое сердце, говорит, и тело. То есть, когда много принимает человек, да, еду, во-первых, занимает время приготовления этой еды, занимает время употребления этой еды, занимает время освобождения от этой еды. То есть, человек в уборную много ходит. И вот Малик ибн Динара, рахимахуллах, слава приводит имам Газали, рахимахуллах, «Я хаула лакад ихталафту иля al-халаи хатта истахьяту мин рабби ва малакайя». Я, говорит, в уборную много ходил, пришлось ему, он говорит, я, говорит, пришлось ходить, может, он где-то поел, или другая причина была, я, говорит, Аллаха стесняюсь, говорит, и моих ангелов стесняюсь, говорит, много в уборную ходить. Поэтому вот это вот много есть, много в уборную заходить, выходить, это тоже вещь, которая не приветствуется. И это тоже причина, говорит, беда вот этого же самого переедания. И он говорит, о Аллах, сделал бы, говорит, Аллах мне удел, чтобы я просто облизывал камешки, и этим мне хватало, вот, чтобы я наедался. Почему? Облизывая камешки, он наелся, и ему, чтобы в эту уборную ходить не пришлось. Он даже стеснялся вот этого много раз ходить в уборную. Восьмая причина, говорит, чтобы остерегаться переедания, вот, это то, что человек может при смерти получить тяжелые предсмертные агонии, могут быть сильными, говорит. Вот, потому что вот, приводится, что «Анна шиддата сакаратил маути аля кадрин лазатил хаяти». Человек получает, говорит, вот эти вот предсмертные агонии, трудности, говорит, соответственно тому, сколько он получал удовольствия в этом мире. Здесь опять же речь идет о дозволенном как бы перенасыщении своего, да, тела, своего желудка. Вот. И фаман аксара мин хазихи аксара лху мин тилька. То есть, если у него было удовольствие, чрезмерство в удовольствиях, у него предсмертные агонии тоже трудные, говорит, будут. Девятое, это, говорит, это нуксану саба фил укба, это, говорит, уменьшение воздаяния ему, говорит, уже впоследствии, то есть впоследствии судный день, когда мы станем перед Всевышним Аллахом. И это, говорит, тоже, насколько он наслаждался, говорит, настолько, говорит, и уменьшается тоже. И этому подтверждение имам Газали приводит хадис, где Всевышний Аллах предложил посланнику Аллаха весь мир, и золото, и все, что в этом дуняле есть, все предложил посланнику Аллаха с условием, «Валя анкусу мин ахирати кашай», с условием, что из ахирата, за то, что в дуняле все имел, что в ахирате
Аллах ему воздаяние не уменьшит. Это было хас, то есть особенностью обращения только к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Но посланник Аллаха, мы знаем, он отказался, он выбрал как бы бедность этого мира и воздаяние ахирата тоже. Хотя Всевышний Аллах ему, если дал бы и мирское тоже, он бы и ахиратское тоже не потерял. И имам Газали говорит, что вот эта хас, особенность обращения к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, что ему не будет уменьшения в судный день за то, что он мирское имел. Означает, говорит, то, что другим оно будет иметь уменьшение. То есть другие, кто наслаждался, переусердствовал в вот этих наслаждениях, дозволенных имеется в виду, воздаяние, судный день тоже, конечно же, ему будет меньше. И 10-е это аль-хабсу валь-хисаб. Это хабсу, это значит задержка, судный день имеется в виду, задержка, длинная у него задержка, там кто-то может быстро, кто-то у него человек там мало употреблял, скажем, мало у него бедный был, у него счет, он быстро уходит. А у человека, который было много имущества, расходовал его, наслаждался этим дозволенным, речь идет о дозволенном, хисаб будет и хабс будет, то есть задержка его и хисаб, то есть отчет всего, что он откуда приобрел и куда его расходовал. Много расходовал, долго придется расчет тоже. فَإِنَّ الدُّنْيَا حَلَالُهَا حِسَابٌ وَحَرَامُهَا عِقَابٌ. И поистине это дунья, говорит, дозволенное это, говорит, хисаб, отчет, а запретное это, конечно же, иқаб, это наказание. Дай Аллах, чтобы нас уберег от запретного, от наказания Всевышнего, чтобы дал нам разум. И вообще в конце имам Газали, рахимахуллах, говорит, вот это, говорит, то, что я 10 вот этих бед от переедания, это, говорит, я, который вот здесь нам рассказывает, да, но он говорит, для разумного человека одного, говорит, вот мы 10 перечислили, одного даже для разумного человека, говорит, хватило бы это все, чтобы остерегаться от переедания, чтобы остерегаться от запретного тоже. Да, Аллах, чтобы нам хватило того, что мы услышали, узнали от того, что нам такое благо хорошее желает имам Газали, рахимахуллаху та'аля, чтобы мы остереглись запретного и не переусердствовали, не переедали, не заполняли свои внутренности, животы запретным тоже. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.